Глава Коми продолжает рабочие поездки по районам республики. Так, накануне Владимир Уйба посетил Усть-Кулом, где ознакомился с реализацией проектов народного бюджета на территории муниципалитета. Осмотрел мост через реку Виль, а также встретился с местными жителями. Подробнее расскажет Ксения Лосева. Мост через реку Виль по дороге Усть-Кулом-Керчом-Ядзёль обрушился в начале июля этого года. Не выдержала береговая опора. Движение по нему было временно приостановлено, а жители Земстана на неопределенный срок оказались отрезанными от большой земли. Тогда мост обследовали и как смогли отремонтировали, правда, с ограничениями по грузоподъемности. Проблема требует серьезного подхода, а потому уже в этом году начнут полную реконструкцию моста. Общая стоимость работ – 33,5 миллиона рублей. Государственный контракт на проведение работ планируется подписать в третьем квартале 2021 года. Порядка 60% мостов, которые сегодня требуют капитальный ремонт. Очень много мостов требуют реконструкции. Если вы посмотрите адресно-инвестиционную программу Минстроя Республики, то в ней в основном сейчас стоят объекты строительства мостов новые. В адресно-инвестиционной программе стоят объекты, только которые требуют нового строительства. Но, соответственно, никто капремонт не отменял. Мы делаем капитальный ремонт в основном на многих, условно говоря, мостовых сооружениях. В отдаленных селах Керчомья и Нижний Воч Владимир Уйба уже по традиции встречается и с местными жителями. Именно общение с ними помогает более точно оценить ситуацию на местах, а также сформировать ряд приоритетных задач. Среди тем, волнующих сельчан, все, что так или иначе касается их повседневной жизни. Ремонт и строительство дорог, социальных объектов, развитие сельского хозяйства, реализация проектов по народному бюджету. В числе самых актуальных и вопрос о медицинском обслуживании. Предыдущий год показал, нужно внимательнее относиться к своему здоровью. Мы до 2025 года, начиная с этого 2021, в Усть-Куломскую ЦРБ поставим 28 единиц машин. 28. Нужно просто, я думаю, что здесь отрабатывать уже с министерством, руководителю ЦРБ все-таки и не давать тоже покоя, что есть вот там в том или ином населенном пункте есть какая-то проблематика более острая. Предполагается, что в этом году в район поступит сразу 14 машин. 2 из них уже пришли. Кроме того, качественные изменения в муниципалитете ожидаются и по части установки водоочистных сооружений. Республика планирует активно включаться в федеральную программу «Чистая вода». По итогам общения с населением глава Коми дал ряд поручений правительству региона и администрации района. Ксения Лосева, телеканал Юрган, Усть-Куломский район.